Причорье. Студеный, скудный край. Еще в XVI веке начали обживать его новгородцы, те из них, что бежали от Ивана, царя Грозного. От той поры ведут родословные здешние Асташовы, Чупровы, Дуркины, потомки крестьян, родовитые, как бояре. Лесами да болотами бежали сюда староверы. У впадения Ижмы до Цильмы в Печору рубили они первые скиты. Шло время, и духовные наставники уводили паству свою еще дальше вверх по рекам. За лесными гривами выросло село Загривочное, еще выше деревня Скитская, за приметной межой Замежная. Берегли веру прадедов, а сберегли песни старинные, сарафаны парчевые, прялки резные, книги старопечатные. 50 лет назад известный археограф Малышев в этих краях находил ни много ни мало летописи. Летописи эти сейчас в Пушкинском доме. Другие ученые не так удачливы, но все же едут и едут в эту глухомань. Фольклористы из давних городов умиляются приветливости местных жителей. Старушка на ладан дышит, а увидит в окно чужого человека, на крыльцо выйдет и долго, ладонь ковду ковшиком, смотрит на приезжего человека. А когда тот подойдет поближе, то ласково расспрашивает обо всем. И откуда сам, и как зовут матерь его, и детишек много ли завел, и жена где робит, и сама ли стряпат или казенно пищу в лавке берет. Все-то ей интересно. Пробежит стайка школьников и в разнобой «Здрасте, здрасте» незнакомому. Любому взрослому дети здесь приучены желать здоровья. Пусто в Замежном, страда сенокосная затянулась аж до конца августа. А Яков Стахеевич Поздеев, охотник-промысловик, вчера пришел на пару дней домой, кроме прочих трофеев принес березовый кругляк. И с утра вот сидит, баклуши бьет. Бить баклуши значит делать заготовки, чурки, из которых потом вырезают ложки. Тут такая работа. Тут руки даже сами делают, даже не подчиняясь моей голове. Потому что у нас вот в деревне много мастеров делает топорища. И вот возьмите вы любое из топорищев, и одно на другое не будет похоже. Хотя бы они и все хороши. Также эти ложки. У каждого мастера свой фасон, свое все. И тут уже никак не получится, не перепутаешь никак. Раньше старики как-то брали краски с природы. Ольху, собирали кору, вот, отмачивали, как-то получали из ольхи краску. А вот нынче мы делаем акварель или гуашь, разводим на тающие серы и этим пишем. В каждой горнице найдешь яркие, новенькие, прямо ярмарочные ложки. Особое место между ними старым потускневшего золота, у которых по окружности выписано какое-нибудь наставление деревенского мудреца. Кого люблю, того дарю, хлебай и людей ласкай. Ложка, погордятся перед приезжим, от прадеда еще.
Простые и безыскусны заветы крестьянских предков. Работай на совесть, живи в мире и в ладу, будь честен. Агафья Матвеевна Бобрецова 83 года следует бабушкиному наставлению. Никогда не сурми, не румянь лицо свое. Всмотритесь моднице в глаза ее, пересчитайте морщины у человека, не знающего парфюмерии. 13 детей, 43 внука, 46 правнуков, а по-прежнему песенница, знатная травница, лукавая ворожия. А ваша любимая песня горочная? Горочная? У меня все любимые. Все хорошие. Я могу припеть. Как тебя зовут? Анатолий. Григорий? Анатолий. Анатолий? Анатолий, ходец по городу, насе Петрович, от кругом городу, где вору. Кто сабле острее, да еще говорил такие слова. Если да еще косрубля мечу, ворота да еще. Себе-то вырежьте, да где вы, красно девчонки, да ей. Ох, и лето выдалось нынче. Дожди, туманы, холодные ветры. Травы вошли в силу только в середине августа. Картошка к этому времени была с воробьиное яйцо. Лета так и не было, а сразу осень. Но привычны крестьяне к непогоде. Картошка наберет еще вес. Огородная овощ, если еще время до заморозков, глядишь, доспеет. Грибов мало, так клюква ягода уродилась. Да река Пижма рыбой пока не оскудела. Да на каждом подворье бычок или телушка. Нет, зима пижемцам не страшна. Совхоз пижемский ходит теперь в крепких хозяйствах. Есть у пижемцев заработки, условия для работы, перспектива есть. Так сегодня. А вчера, каких-нибудь 10 лет назад, трудно согнать пижемцев с родной земли. Если уж самый, как говорится, край, только тогда заколачивают окна дома крест-накрест досками. Было время в неперспективных, числились здешние деревни. В 70-х годах жгли в домах керосиновые лампы, света не было. Вот тогда рвали корни и уезжали в города. Но только лето, только отпуск, смотришь, те горожане в аэропортах домой едут. В городе квартиры, а на родине, где избу уж по бревнам растащили, все же дом на родине. На Пижме жили скудно, не до песен было тогда, не до веселья. В эти именно годы стали забываться обычаи, ремесла. Пошли за бесценок старые книги, иконы, крестьянская утварь. Славно была издавна Пижма своими гуляниями. В конце где-то июня выходили на улицу и старый млад. На возвышенном месте, на горке, водили долгие хороводы. Отсюда и название гулянию «Горка». Недавно, еще каких-нибудь 40-50 лет назад, горки эти, опиум для народа, запрещали. Приходил на место гуляния сельсоветчик и советовал: расходитесь, расходитесь по домам, нечего здесь толпиться. Расходились, но то тут, то там вспыхивала частушка, появлялся хоровод, вот заботы было.
Сейчас иное дело. Сейчас ходят по домам и уговаривают стариков. Милости просим, Агафья Матвеевна, завтра на горку. И приходят. И не спеша чинно водят хороводы, но с каждым разом все малолюднее эти хороводы. В этом году в урочное время горки не было. Холод, грязь, ветер. Пижемцы решили ни к чему гуляние. И был бы в Замежном первый за всю историю села год без летнего хоровода, если бы не гости. По сельскому радио передали нашу просьбу показать, как водят настоящий хоровод. И вот к полудню на ближний луг пошли люди. Костяк хоровода – местный фольклорный ансамбль. Крутогрудые молодцы, плавные скромницы-молодухи как бы редко вкраплены в общую массу людей пенсионного возраста. Старики-хранители, знатоки горочных канонов. Они помнят наизусть сотни старинных песен, помнят все фигуры, все колена хороводы. А посмотрите костюмы их. Не сценическая мишура, а из кованых сундуков парчевые сарафаны, фамильные шали, окатистый жемчуг. Плавно, чинно, не спеша идет хоровод, как во времена их молодости, как в 30-е годы. А где же молодежь годов 80-х? Где внуки? Где правнуки? К сожалению, наши дети хороводов не водят, да и не знают, наверное, их. В садике мы им этому вообще не учим, не знакомим даже. Очень жаль, конечно, очень жаль. Это вина наша, больше наша вина, недоработка. А надо знакомить, потому что столько хорошего в наших пижемских песнях, в наших хороводах. Они ж такие красочные, звонкие, красивые. Ну, нет слов просто. И не раз еще мы услышим боль эту за небрежность к наследию культуры, укоризну сверстникам своим, всем односельчанам за забывчивость.
Ну, сейчас вы видите, что наши девочки, вот наш фольклорный школьный коллектив, исполняют песни не нашего корня, хотя они в костюмах пижемских, традиционных, наших старинных костюмах, но исполняют песни не нашего корня, песни не нашей пижемской земли. Постараемся понять директора клуба Сашу Дуркина, понять его тревогу. Учительница, своя пижемская женщина, составляя программу детского концерта, поступила до бездумности просто. Взяла первую же песню из репертуарного сборника. Спору нет, хорошую песню, но на селе ведь свой песенный кладезь. Черпай его, не вычерпаешь. Связь между самыми старшими в роду и самыми младшими всегда самая сердечная, самая почтительная связь. Так было. Сейчас почтительности к старикам поубавилось. Набывальщины их усмехаются, бабушкины сказки. Наставления считают наивными, мораль ветхозаветной. Послушает их приехавший на каникулы студент и улыбнется. «Милые вы мои старики», но сделает по-своему. А прежде... Я говорю, Леня, поясни, молодько там кострушки. Он говорит, мне лихо, ты, Витя, поди. А Витя говорит, а мне тоже лихо. Я ей говорю, вам лихо? Теперь если вам лихо, куда вам не лихо будет? Они подержат обои вдруг. Я вот вам дам лихо вам, теперь это вы что один 7, другой 6, так вам лихо стало. А мне вот 82 до ще не лихо. Могла бы, так еще робила, да только не могла. Здоровье не стало тоже, выробилась. А нынче не поют. Нынче-то мы старые не поем, а старше-то, моложе-то нас и не умеют петь. Малые поют все. Вот я и говорю, что вы пьют. Вначале кто пьют, так песни никто не поет. Никто не поет ведь. Соберутся вот... Там матюкаются. Вот, матюкаются, да всякие скверные слова говорят еще. Просто слушать не можно. А мы не такие были. Мы вот росли не так и выросли не такие были. Обстоятельно, без суеты, выбирали наши предки место для погоста. Всегда оно на сухом месте, всегда над кручей, над вечным покоем. Сумеречные ели, тишина, простор. На размышления о судьбе, о предначертании человека, на высокий лад настраивается здесь душа. Не Иван, родства не помнящий, приходит сюда, а приходит один из долгой череды людей рода своего. Это только перекати поле, оторвавшись от корней своих, не помнит родины, не желает знать прошлого. И катят такие по земле, ничего не ценят, ничего не щадят. Люди относятся к природе варварски. Все наши местное население возмущены тем, конечно. Уже говорим обо всем об этом и руководителям района. Неоднократно говорим, что очень много безобразий творятся, пожаров. В прошлом году дважды от них, значит, понесли ущерб очень большой, загорелись леса, горели леса вверху от тягачей, значит, ездят. Тягачи не оборудованы глушителями, тайга горит, нарушает, значит, вековые бора горят. Сосняк горит, который, как говорится, именно в тех заповедных местах. Очень, конечно, плохо, что люди не берегут вот это, не свое считают. Везли отсюда, что могли. Книги везли, иконы везли,
прямо с крестов снимали. Везде это не секрет, с этими разбирали, значит, органы внутренних дел у нас здесь. Ну, а сами-то вы что ж смотрели? Ведь как же все-таки? Правильно. Ваше же. Необходимо, я думаю, что здесь проводить работу с местным населением, о том, чтобы воспитывать еще, чтобы берегли именно то, что осталось нам от наших предков. Как саранча прошла бездумная. Одно желание насытиться сегодня. Из уст в уста передается легенда, как сожгли себя в деревянной часовне 100 пижемцев. И 300 лет в центре Скитской не строят домов. Тропинка уважительно обходит пепелище. 300 лет чтили его. А сейчас местная продавщица сжигает здесь деревянную тару. Для нее это пустырь, пустое место. И никто не укорил, не пристыдил ее, свою местную пижемскую. Никто не сказал, что тут на пепелище возможны останки и ее пращура. Песни пришли к нам с древней новгородской земли, более 400 лет тому назад. Рядом с нами такое богатство, такой бесценный клад. И порой, может быть, в текучке дел мы и забываем, или некогда нам, и песни уходят безвозвратно. Сколько уже их ушло, сколько книг бесценных тоже у нас потеряно. Я много не рабливала, не жена, не молачивала, на плече воду не нашивала, чугунные песни ставливала. Кабы я тогда не годая была, не ходил бы каждый вечер до меня, не носил бы ни платка, ни пояса, не носил бы ни платка, ни пояса, не выманивал словечушка, не выпытывал словечушка. Отдала колечко с правой руки, отдала сама я каялась. Отдала сама я каялась, при народе многих кланялась. Ты отдай для колечка назад, ненадолго совсем мамке показать. Тоска не поверили, за окно колечко бросили, что ты, маменька, не дело говоришь, от молоденьких ребятушек бронишь. Я милашку, не яшку люблю, кашемировую рубашку спашу. Кашемир 25 полос, мой миленький домер не дорог. Я повыжу косой вороток, насажу я частый пуговок рядок. Погляжу я из-за матрицы, где Василюшка не катится. В наше время у нас тогда был популярный вокально-инструментальный ансамбль, как раз начинался только, можно сказать, вокально-инструментальный бум у нас в Союзе. Ну вот мы, как и все, также взяли в руки гитары, играли на этих гитарах, исполняли песни, популярные в то время, песни ансамбля «Битлз». Ну а потом со временем, можно сказать, с возрастом, и Ты что, знаешь английский язык? Почему? Нет, так. Только раньше кто-нибудь разве знал этот английский язык? Пели, можно сказать, сдирали слова и пели. На каком языке? Да, на английском вроде бы. Саша, но вам все-таки уделяется какое-то внимание. Вас посылают на фестивали, на смотр, вот в Москве. Именно что посылают только тогда, когда вспоминают. Вот когда намечается какая-то знаменательная дата, какой-то фестиваль, например. Вот тогда я вспоминаю. Тогда нужно, есть, да? тогда срочно собираем коллектив. Хозяйство, а значит и жизнь в округе, 10 лет назад начал поднимать новый директор совхоза Ульян Иванович Дуркин. Дороги, производственная база, жилье, соцкультбыт – вот основные направления его работы за десятилетие. Совхоз стал прибыльным, прекратился отток жителей в города, увеличилась в селах рождаемость. Сейчас юных Валерок да Анжелик стало больше, чем древних Макеев да Ефросиний. Директор не жалеет средств на культуру.
Костюмы, дорогие инструменты для клуба, средства выдаются без звука. Более того, даже в разгар страды директор отпустит на концерт, на смотр нужных хозяйству работников. И каких? Вот в фольклорном ансамбле и тракторист, и техник-ассимилятор, и главный экономист, и управляющий отделением, и шофер. Деньги Ильян Иванович умеет не только считать, но и умеет пускать их в оборот, заставлять рубль работать. Дело ведет гибко, не боится нового. Тот же подряд, двухсменка в животноводстве, чековая форма. С ликвидацией неперспективных деревень предполагалось вселиться вот в замежную, в Загребочную. Но что было, если бы такие стада сюда вселили? Это всю землю превратили бы в месиво, в черную землю превратили, где бы ни урожая не получил, и пастбищ бы настоящих не было. И самый верный вот в наших вот в северных условиях вот нашего района, только вот отдельными жить, значит, в отдельных селах. Вот. И ведь вот можно и такой еще пример привести. С ликвидацией, вот, допустим, неперспективных деревень, и культура местная ведь тоже ликвидировалась. Вот я помню, это прекрасно помню, какие горки собирали. Вот, общение людей какое было. Горки были абсолютно трезвые были. Вот, прекратились горки, понимаешь, их как-то даже, я помню, так эти горки их относились к ним как-то вот, чуть ли не запрещали их. Было такое. С боязнью люди шли на горки. Но сейчас-то все это дело поправлено, сейчас людей наоборот. Во-первых, ведь на горку пойдешь, там ходишь коллективно, это все на виду, много людей очень смотрят, попробуй там выпьешь и приди. Это стыдно было. Вот и пришлось вести борьбу за трезвый образ жизни, ведь своевременно, конечно, начали делать. Надо, жизнь заставила, вот девочки молодые, девушки назовем, смолят, курят сигареты, понимаешь ли, длиннющие сигареты, попивают. Нельзя так жить-то, конечно. Ульян Иванович знает прошлый хозяйственный опыт как профессионал, а вот сторону обрядовую, духовную, этим он только любопытствует. Кстати, другие хозяйственники на это внимание и вовсе не обращают. Дуркин вздыхает, сожалеет, что безвозвратно уходят народные традиции. Сожаление, вздохи, печаль и только. А как же фольклорный ансамбль, гордость села, гордость района, лауреат, дипломант смотров и прочее, и прочее? Но это единственная гордость, да и гордость-то с горчинкой. Идем легонько ступаем, на милашек приглядим, тяжело вздыхаем. Где-то заиграли, где-то на кальяне, эти парни не по нам, только место заняли. Огороды городить много надо лесу, некрасивую любить нету интересу. На замерзли-то ребята очень гордоватые, среди новые купальки, думаю, богатые. Ты не смейся, зуба скалочка, сама-то какова, 3 недели на машине вышивала рукава. Ты не смейтесь, ребята, мы вперед вас засмеем, хомуты на вас наденем, по деревне проведем. Посиди-ка со мной рядом, земляниченька моя, чтобы сердце не болело у тебя и у меня. Не смеяться, нами то, с нами то, надо в этом разобраться, хороши лишь сами то. Только и выдалось 3 ясных часика в этот день. Несколько горочных песен успели мы записать. А там опять наползли тучи, опять сеет мелкий дождик. Вот и осень пришла. Скоро в совхозе не будет уборочной горячки. Зато прибавится хлопот дома, дров заготовить, на охоту сбегать, огород убрать. Когда же удастся собраться снова всем вместе? К октябрьским вряд ли, к Новому году маловероятно. Ведь и посиделки сейчас забылись. Разве что весной позовут на смотр в райцентр. Ну, а горка?
Соберется ли она следующим летом? Или и дальше судьба ее будет сродни судьбе фольклорного ансамбля? Неужели будет она собираться только для гостей? Неужели выродится она в гуляние на показ? Неужели нет перспективы у старинных хороводов, истинных, многолюдных? Неужели нет будущего у обрядовых песен, у обычаев местных? Неужели уйдут они из повседневной жизни в музеи, на выставки, на смотры?